Добрый день, Олег Мсасович. Рада вас приветствовать в нашей студии сегодня. Добрый день. Цель нашей беседы — ключевые направления деятельности Министерства иностранных дел Республики Абхазия. Недавно у вас состоялся насыщенный продолжительный визит в Российскую Федерацию. В программе поездки были обозначены такие города, как Москва и Санкт-Петербург. И в ходе многочисленных встреч с представителями государственной власти, научного сообщества и дипломатических кругов вы обсуждали ряд вопросов, которые относятся к деятельности министерства. Могли бы немного рассказать об этом? Да, действительно, визит был и насыщенным, и продолжительным, более 10 дней. Первый пункт визита делегации Министерства иностранных дел – это координационное совещание в МИДе России с участием делегации Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, посвященный очередному 67-му предстоящему раунду международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, так называемые Женевские дискуссии. В ходе координационного совещания, это происходит традиционно перед очередным раундом дискуссий, мы сверили часы, как обычно, выработали еще раз ту практику, те нормы, по которым мы будем вести эти важные международные дискуссии. Разумеется, могу ответить кратко, что у наших партнеров и у нас позиции полностью совпадают. Мы находимся перед необходимостью заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы в регионе Южного Кавказа и Восточного Причерноморья. Это неотъемлемый элемент, неотъемлемый фактор сохранения общего контура безопасности. Сегодня возрастает напряженность в регионе, и поэтому мы должны действовать и более компетентно, и более настойчиво. Как вы сказали выше, в настоящее время идет подготовка к очередному раунду международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. И в преддверии этого раунда Абхазию посетила делегация представителей ООН, ОБСЕ и ЕС. Значение женевских дискуссий как площадки для формирования архитектуры безопасности региона Южного Кавказа приобретает особую значимость. И какие ключевые темы планируется обсудить на предстоящей встрече? Каковы ваши ожидания от очередного раунда женевских дискуссий? Я хочу сказать, что в принципе роль этого формата на площадке Организации Объединенных Наций, она значительно возрастает в условиях вот этой напряженности в регионе. Мы видим, какие процессы происходят в Армении, в Грузии. Грузия по-прежнему исповедует очень агрессивную, очень непримиримую риторику в отношении Республики Абхазия. Поэтому, конечно, единственный формат, о котором в свое время договорились все участники, в том числе фокусные страны Грузия, Абхазия, Южная Осетия, он приобретает все большую значимость. Мы сверили, что называется, как я уже сказал, часы с нашими российскими и юго-осетинскими коллегами, пришли к выводу и в беседе с моим уважаемым коллегой, главой делегации Российской Федерации, заместителем министра иностранных дел Михаилом Юрьевичем Галузиным, к единому мнению, что мы должны действовать более настойчиво, более наступательно. В связи с этим наша делегация готовится уже сегодня, готовит различные правовые, исторические аргументы для того, чтобы это осталось в истории этих дискуссий, для того, чтобы это вошло в международные документы. Это тот эффект, который носит отложенный характер, несколько отложенный во времени, но это очень важно. Поэтому делегацию Республики Абхазия и на последующих раундах буду возглавлять я, как министр иностранных дел. Мы пришли к таким выводам. Будем действовать сообща, будем действовать коллегиально. И, разумеется, будем отстаивать позиции и международный авторитет Республики Абхазия на международной арене, в том числе и на площадке Организации Объединенных Наций. Мы видим, что Грузия руководствуется прежде всего милитаристскими аргументами, милитаристскими планами в достижении своих целей.
Об этом я скажу еще и попозже, скорее всего. Поэтому мы обязаны просто очень настойчиво, усиленно готовиться к очередному раунду. Ну, что касается, в принципе, программы визита в Россию, он действительно, как вы сказали в начале, был насыщенным. Прошли мои встречи с председателем Комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Борисовичем Карасиным, где мы обменялись мнениями и наметили планы взаимодействия по широкому спектру, в том числе и обсудили тот высокий уровень взаимодействия между парламентами, между Советом Федерации и Народным собранием парламентом Республики Абхазия. Также состоялась встреча с членом Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации, депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия» господином Савельевым. Кстати, он также является президентом Центра народной дипломатии. Очень активно эта организация ведет себя в нескольких регионах мира, в том числе на африканском континенте. И мы договорились о том, что и Центр народной дипломатии, и, в принципе, Комитет по международным делам Государственной Думы будут активно содействовать Министерству иностранных дел Республики Абхазия в продвижении наших интересов, расширении наших контактов, в том числе и с рядом стран, с которыми мы сегодня ведем работу, африканского континента. Вот, если можно, Да. такой вопрос относительно международного сотрудничества, как вы и сказали. Вот Абхазия последние годы активно развивала взаимодействие с такими странами, как Никарагуа, Венесуэла, Сирия. Вот на сегодняшний день как проходит эта работа? Могли бы вы немного детально рассказать об этом? Разумеется, у нас идет активное взаимодействие с рядом стран, которые признали уже государственный суверенитет Республики Абхазия. У нас с ними существуют дипломатические отношения. Прежде всего здесь отмечу Республику Никарагуа. Это взаимодействие проходит на хорошем, высоком уровне. Мы пользуемся неизменной поддержкой наших никарагуанских союзников. Кстати, забегая вперед, отдельно потом нам сегодня придется возвращаться к вопросу Грузии не раз. В очередном этапе голосования Генеральной Ассамблеи ООН очередная резолюция была принята. Как известно, Министерство иностранных дел Абхазии реагировало на нее, дало ей оценку. Очередная ангажированная резолюция, которая повторяет вот эти догмы о территориальной целостности Грузии, отвергает реалии, которые сложились сегодня в регионе, говорит о необходимости возвращения беженцев, то есть все то, что не базируется на реальной основе. Так вот, при голосовании Республика Никарагуа, как и прежде, последовательно и твердо проголосовала против этой резолюции, за что мы, конечно, благодарны нашим коллегам и друзьям из Манагуа. Ну, кстати, вот в качестве иллюстрации могу сказать, что мы активно осуществляем контакты. Был и визит министра иностранных дел в июле прошлого года в Никарагуа. Там я имел общение со всем высшим политическим руководством Никарагуа, с сопрезидентами и Даниэлем Ортега Сааведра, и Росарио Мурильо Самбрано, с спецпредставителем и советником президента Лауриано Ортегой. Наш бизнес был в составе делегации. Дальше мы продолжили наши бизнес-связи, культурные связи. И вот на недавнем состоявшемся Петербургском экономическом форуме состоялась встреча президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гумба и советника президента Никарагуа Лауриано Ортегой, в ходе которой были озвучены намерения, взаимные намерения посетить эти страны. Насколько нам известно, по дипломатическим каналам нас информируют, что на очередную годовщину Сандинистской революции в июле будут приглашены и президент Республики Абхазия, и министр иностранных дел. Мы готовимся к этим визитам и готовимся к тем встречам, которые сопутствуют таким визитам. А это встречи в том числе и с чиновниками, депутатами парламентов других стран региона и Латинской Америки, и Карибского бассейна. Поэтому это приносит большую пользу, подобные контакты.
Ну, что касается следующего нашего союзника и партнера, это Сирийская Арабская Республика. В Сирийской Арабской Республике, как известно, происходили в конце 2024 года очень непростые процессы. Мы, по сути дела, занимались год назад спасением нашего посольства, спасением наших дипломатических отношений. Консолидировали диаспору абхазо-адыгскую, которая проживает в большом количестве в Сирийской Арабской Республике, сплотили ее, если так можно выразиться, общей идеей. Мы показали, что это серьезный внутриполитический фактор для Сирии, наличие этой диаспоры, которая, соответственно, откликнулась на наши импульсы, на наши посылы. Был первый визит в Сирийскую Арабскую Республику и моя встреча с министром Аль-Шайбани, я о ней уже неоднократно рассказывал. Это произошло при помощи Министерства иностранных дел России. Даже техническое содействие, чтобы мы физически попали в Сирийскую Арабскую Республику, было проведено и произошло при активном содействии российского загранучреждения. Дальше последовало развитие этих отношений. Мы участвовали в составе очень представительной делегации Республики Абхазия в 62-й Дамасской ярмарке, где имели контакты практически со всеми руководителями профильных министерств и ведомств. Сегодня могу сказать, и думаю, это будет интересно и телезрителям, о том, что мы получили приглашение на очередную 63-ю международную Дамасскую ярмарку. Еще большее количество стран будет участвовать в ней. Если в прежней участвовало 48 стран, в этом году их будет больше 50. Готовится также солидная представительная делегация. Мы поедем в Дамаск, будем представлять наш экономический, культурный, транспортный потенциал. Президент одобряет такие подходы, более того, ставит задачи по расширению таких контактов. Поэтому я думаю, что мы в ближайшее время очередной раз пообщаемся с нашими сирийскими и не только сирийскими коллегами. И в регионе ведем себя активно, могу сказать. Взаимодействуем и с диаспорами стран Ближнего Востока, там, где присутствуют наши соотечественники. У нас впереди серьезная работа с диаспорой Ливана. Они очень структурированы, спаяны, показывают сплоченность, прекрасно относятся к нашей стране, к России. Многие из них получили образование в Советском Союзе и в Российской Федерации. Это то поле, на котором мы обязаны трудиться, обеспечивать рост качества, уровня и масштаба этих контактов. Ну и, разумеется, Боливарианская республика Венесуэла. Там сложная ситуация. После известных событий, конечно, растет влияние США, поэтому наши венесуэльские партнеры и друзья находятся не в самой простой ситуации. Однако вот состоялся за год уже второй наш контакт, встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Венесуэла в Российской Федерации и он же посол в Республике Абхазия Хесус Салазар Рафаэль Веласкес. Очередной раз вот в ходе моей поездки последней в посольстве Республики Абхазия проходила встреча, подтвердил неизменность курса на партнерство и дружбу с Республикой Абхазия. Мы внимательно следим за развитием ситуации и совместно с нашими российскими коллегами будем и дальше наращивать наши контакты. Очень надеюсь пообщаться с министром иностранных дел, моим уважаемым коллегой Иваном Хилемпинто на полях празднования очередной годовщины сандинистской революции в Манагуа. Мы в живом контакте и думаю, что будем дальше реализовывать нашу внешнеполитическую стратегию. Олег Мсасович, если вот говорить о партнерстве с Российской Федерацией, вот хотелось бы знать ваше мнение. Вот на сегодняшний день, как вы оцениваете текущее состояние и перспективы сотрудничества с Российской Федерацией? Какие возможные направления взаимодействия являются приоритетными на данном этапе? Ну что тут можно сказать? Я думаю, и наши телезрители, и общество наше прекрасно осведомлено, информировано о том широком масштабе взаимодействия
которое сегодня сложилось между нашими странами. Партнерство с Россией – наш неизменный приоритет. Здесь двух мнений быть не может. Мы взаимосвязаны, мы прежде всего осуществляем скоординированную внешнюю политику. Как известно, уже было несколько встреч с моим уважаемым коллегой, министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым. Мы в постоянной взаимосвязи с заместителем министра Михаилом Юрьевичем Галузиным, который в Министерстве иностранных дел отвечает за наше направление, так скажем, Южный Кавказ, в том числе и Абхазия. У нас прекрасные деловые и человеческие взаимоотношения. Идет масштабное сотрудничество по многим направлениям. Которые жизненно важны для безопасности, стандартов жизни наших граждан, для перспектив развития в целом. Это и образовательные программы, это и медицинские программы, которые касаются здоровья нации, здоровья молодого нашего поколения. Очень масштабное взаимодействие происходит сегодня в этом направлении. Вот говоря о контактах в образовательной сфере, я могу сказать о том, что у меня вот в ходе последнего визита состоялись встречи с ректором МГИМО, уважаемым Анатолием Васильевичем Таркуновым, где мы наметили даже более расширенный формат нашего взаимодействия. Это и обучение наших студентов, магистрантов, аспирантов. Это и курсы, которые будут проходить, уже проходят в Москве, но будут проходить еще на площадке Абхазского государственного университета для руководящего состава Министерства иностранных дел Абхазии и для других, иных чиновников, представителей иных министерств и ведомств. Вот об этом удалось договориться. Ну, разумеется, эта встреча и с ректорами, и с студентами МГИМО, она проходила в очень конструктивном ключе. Кстати, мы договорились о том, что в МГИМО будет установлен бюст нашего выдающегося соотечественника, писателя, философа и мудреца Фазиля Абдуловича Искандера. Для нас это очень престижно и почетно, потому что совсем небольшое количество мировых, так скажем, имен удостоились чести быть представленными своими памятниками в стенах МГИМО. Ну, также встреча с директором дипломатической академии МИДа Сергеем Владимировичем Шитьковым. Разумеется, все эти контакты свидетельствуют о том, что наше сотрудничество развивается на высоком уровне. То, что происходит сегодня в Абхазии, это постоянная забота о том, чтобы наше молодое поколение было хорошо образовано, чтобы наши люди имели доступ к современным стандартам медицины. Это и различные новые формы взаимодействия. Я считаю, что вот те экономические процессы, которые продвигаются и в рамках инвестпрограммы, как известно, это значительные средства, которые идут на инфраструктуру, на содержание нашего городского инфраструктурного хозяйства. Это очень важно для нас. И новые направления, также их стоит развивать. Я вообще уверен, что экономика Абхазии очень нуждается в диверсификации. Мы должны искать новые направления, которые позволят нашим людям зарабатывать, позволят реализовывать свою творческую энергию. Я здесь хочу сказать очень коротко, но тем не менее считаю это важным. Новые направления, такие как развитие проектов по креативной экономике. У нас этим занимается Даур Вадимович Кове. И делает это упорно и талантливо. Вот недавно прошли несколько таких форматов. И я хочу сказать, что наши люди, те, кто своими руками и своей энергией и талантом создает определенную продукцию, они получают очень хорошую возможность для того, чтобы поднять свои финансовые стандарты на другую высоту. Это и наши ремесленники, и другие направления. Растут производства, которые приносят добавленную стоимость в нашу экономику. Это крайне важно. Я ожидаю с нетерпением, что состоится креативная неделя в Абхазии. Министерство иностранных дел помогает в этом нашим коллегам, и мы будем действовать таким же образом. Очень хороший пример для подражания. Да? Да. Буквально на днях состоялась пресс-конференция с участием одного из депутатов парламента нашей республики Кана Кварча, где он подверг резкой критике деятельность МИД Абхазии.
Он обвинил в бездействии относительно работы по защите прав граждан Республики Абхазия за пределами нашей страны. Как вы можете прокомментировать эти заявления? Ну да, я тоже ознакомился с этими обвинениями, с этими заявлениями. Не только я, и коллектив Министерства иностранных дел. Ну, это утверждение вызывает сожаление и, честно говоря, недоумение. Такого же мнения придерживается и коллектив Министерства иностранных дел. На самом деле судьба любого гражданина Республики Абхазия, независимо от его политических взглядов, национальности и других факторов, она одинаково ценна для Министерства иностранных дел. Защитой их законных прав и интересов Министерство иностранных дел никогда не пренебрегало. Я не могу принять этот упрек, я его отвергаю. Более того, хочу сказать, что это соответствует моим взглядам. Я их также озвучивал еще в бытность кандидатом на пост президента Республики Абхазия. Для меня не существует разделения. Человек симпатизирует оппозиции, либо власти. Если он гражданин Республики Абхазия, он уже достоин внимательного отношения и всего спектра действий, который положен по функционалу Министерства иностранных дел. Эта позиция была мной озвучена на 2 встречах с моим уважаемым коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым и в июньской встрече 2025 года, и в ходе октябрьской встречи, где мы твердо, абхазская делегация, заявила, что в Абхазии не существует политических сил, общественных движений, которые своей деятельностью пытаются подорвать отношения Абхазии и России. Для нас это неприемлемо. Я думаю, что те заявления, которые сделала абхазская делегация в ходе этих встреч, они известны нашему обществу. Кстати, хочу сказать, что вот уважаемый депутат посещал после этих встреч Министерство иностранных дел, где и я, и члены делегации подробным образом проинформировали о тех наших заявлениях и действиях, которые мы изложили в ходе встреч. Там касалась речь и персоналей, в том числе данного депутата. Там были упомянуты и наши молодые талантливые соотечественники, такие как Барас Кучба. Мы также посвятили этому отдельную часть беседы, где однозначно выразили свое мнение. Впоследствии это трансформировалось в том числе и в то, что никаких вопросов к нашему молодому талантливому музыканту нет. Он проводит уже 3-й по счету прекрасный международный фестиваль. Это касалось и нашего талантливого журналиста Инала Хашиг, моего друга, где мы абсолютно открыто и спокойно заявляли о своих взглядах и видениях. Тогда были совершенно иные оценки наших действий со стороны, в том числе и данного депутата парламента. Я вообще считаю, что деятельность Министерства иностранных дел, она широко освещается. Мы очень охотно взаимодействуем с журналистами, с медийным сообществом. Я активно встречаюсь с депутатами парламента, они частые гости в Министерстве иностранных дел. Все, кто интересуется деятельностью МИДа, они имеют возможность получить исчерпывающую информацию. Что касается защиты прав и интересов наших граждан в целом, постоянно МИД проводит эту работу. Мы провели немало встреч с нашими российскими коллегами, обсуждая необходимость оптимизации нашего взаимодействия и по нашим студентам, которых пытаются ставить на воинский учет. Отдельно этому было посвящено совещание в Министерстве обороны. Именно для этой цели мы это делаем, потому что мы хотим наиболее комфортного пребывания, обучения наших студентов, наших молодых граждан на территории Республики Абхазия. Это постоянный обмен письмами и документами. Это
постоянное взаимодействие на тему пересечения границы нашими гражданами, в том числе и в аэропортах. Сегодня растет авиасообщение, и в этих условиях многие аэропорты России становятся партнерами Сухумского международного аэропорта. Когда там возникают вопросы у наших граждан, МИД реагирует безотлагательно. Сегодня мы подготовили очередную ноту, которая касается вот этих вопросов постановки на учет и значит, взаимодействия с нашими молодыми гражданами. Постоянно идет мониторинг тех чувствительных мест, которые неизбежно возникают в любой двусторонней повестке, когда дело касается взаимодействия двух стран. Это безусловно. Я часто слышу в том числе и обвинения в том, что МИД недостаточно остро реагирует на те или иные события, которые происходят с нашими гражданами. Я считаю неправомерными такие обвинения. Мы ставим вопросы всегда с нашими российскими коллегами, те, которые волнуют наших граждан, которые касаются наших граждан. Это и вопросы наших гражданок, которые получают или получали денежные пособия по своим несовершеннолетним детям. Этот вопрос всегда в фокусе нашего внимания. Так же, как и я точно знаю, что президент на высшем уровне обсуждал эти вопросы. Там есть определенные подвижки, но необходимо работать настойчиво, чем мы, кстати, и занимаемся. И информируем в том числе и наших граждан, и средства массовой информации. Недавно мы получили, буквально неделю назад, письмо от группы граждан, против которых возбуждены уголовные дела на территории Российской Федерации. Там и уважаемый депутат парламента Кварча, и другие, значит, наши общественные активисты, общественные деятели. Мы, разумеется, предпринимаем меры по линии дипломатического взаимодействия. Я, кстати, хочу сказать, что это письмо было адресовано президенту Республики Абхазия, министру иностранных дел и генеральному прокурору. Резолюция президента Абхазии последовала незамедлительно. Она звучит так: оказать все возможное в полном объеме содействие и предпринять меры по защите законных прав и интересов граждан Республики Абхазия. Мы этими руководствуемся и будем также активно отстаивать интересы наших граждан в любой точке мира, где у нас есть возможность дипломатических наших ресурсов. В этом же письме эти граждане обозначили и ситуацию в связи с нашим соотечественником, задержанным в Ростовской области, находящимся под следствием, Ираклием Бженава. Тоже слышу часто значит, мнение о том, что органы государственной власти Республики Абхазия не уделяют достаточного внимания этому случаю, этому факту. Полностью отвергаю такой подход и хочу, чтобы наши телезрители тоже были в курсе. Раз уж надо подсвечивать такие вещи. Вообще хочу сказать, что работа Министерства иностранных дел – это не самая публичная деятельность. Здесь есть масса нюансов. Но скажу об этом случае. На второй день после задержания Бженава наш консул в Ростовской области Адик Денварович Аршба получил от меня указание немедленно связаться и с родными, и со следственными органами, чтобы установить обстоятельства дела. И с тех пор эта работа не прекращается. Постоянно нас информируют. Да, тяжелая статья инкриминируется нашему соотечественнику. К сожалению. Да, в силу технических и, возможно, каких-то иных причин он был переведен в другой следственный изолятор. Мы сегодня ставим этот вопрос о том, чтобы его вернуть в другие, более комфортные условия. Но это надо понимать, что это целиком и полностью прерогатива российской стороны. Для них он гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Ростовской области и, более того, сотрудник государственного учреждения. Вот в чем состоит сложность. Русле, да. Не далее, чем позавчера общался очередной раз наш консул с адвокатом. Там адвокаты меняются, один адвокат отказался его защищать, остался другой адвокат или взяли нового.
Была предложена также юридическая помощь. Родственники сказали, что у нас есть для этого возможности, мы доверяем определенному кругу адвокатов. Сегодня они осуществляют защиту Ираклия Бженава. С этим адвокатом поддерживает связь наш консул. У меня недавно был в МИДе, я его принимал, глава абхазской ростовской диаспоры. Это обширная диаспора, которая насчитывает более 300 человек. Виктор Шамилович Хашба. Также оказывают все попытки оказания какого-то содействия, значит, Ираклию Бженава. Общаются с его мамой. Ну, мы, так сказать, и далее будем все возможные пути осуществлять. Осуществлен запрос в следственные органы, в Следственный комитет. Это прошло по линии Министерства иностранных дел. Консул отправил такой запрос. Мы ждем от компетентных органов Российской Федерации реакции на наши запросы. Мы хотим знать информацию для того, чтобы дальше формировать свою логику поведения по этим острым и чувствительным вопросам. Я думаю, что очень много информации, которая, так сказать, рождается где-то в каких-то непонятных кулуарах и потом выдается, да, в общественное пространство, в том числе и в социальные сети. Но я думаю, что проще обратиться в МИД и спросить, да, официально. Вот мы получили неделю назад официальный запрос по поводу наших граждан, которые находятся под судебным разбирательством в России. Идут действия, разумеется, и иначе и быть не может. Мы, как я уже сказал, осуществляем в полном объеме те наши действия по защите прав и интересов, которые нам вменены нашими должностными функциями. Поэтому, конечно, сказать о том, что Министерство иностранных дел не занимается этими вопросами, это значит голословно утверждать несуществующие факты. Надо действовать в правовом русле, насколько я понимаю. Разумеется, мы так и делаем. Поэтому существуют, наверное, какие-то и временные рамки и так далее. Да? Вот если разумеется, мы так и действуем. Не так все быстро. Да. Олег Мсасович, вот в ходе той же самой пресс-конференции прозвучали критические высказывания в адрес первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Владимировича Кириенко. Насколько вы считаете такие высказывания политкорректными и этичными? Как вы можете прокомментировать? Ну, знаете, я думаю, что Сергей Владимирович Кириенко не нуждается в моей адвокатуре, но, тем не менее, выскажу свое личное мнение. Я немало лет проработал в органах государственной власти Республики Абхазия, в том числе и на внешнем контуре, и, так сказать, наблюдал ни одного российского политика, которому было поручено возглавлять вот это направление взаимодействия с Республикой Абхазия. С некоторыми у меня были даже личные контакты. Скажу свое мнение. Ни один предшествующий высокий государственный чин Российской Федерации, который курировал отношения с Республикой Абхазия, не погружался настолько глубоко, не испытывал настолько серьезные симпатии к нашему народу, не знал так хорошо нашего общества, уклада жизни, нашей ментальной культуры, в том числе и политической культуры, как Сергей Кириенко. 7 раз состоялись визиты Кириенко в Абхазию за 1 год. Это о многом говорит. Нравится это кому-то или нет, надо признавать объективные факты. Некоторые не приезжали ни разу за 4-5 лет. И такие примеры мы знаем. К сожалению, это потом трансформировалось в различные перекосы в наших взаимоотношениях, незнание реальной ситуации. Появлялись какие-то ненужные, неполезные для нашего общества и государства инициативы, такие как закон об апартаментах, непроработанное до конца инвестиционное соглашение и так далее. Сегодня их нет в повестке нашей международной повестке. Кириенко не ставит такие вопросы. Он прекрасно разбирается в том большом массиве
фактов, событий, тенденций, которые существуют сегодня во взаимоотношениях Абхазии и России. Поэтому, я думаю, такие утверждения, они, так сказать, Беспочвенны. не базируются на серьезном знании предмета. Мы воспринимаем, большинство, я смею так думать, население Абхазии воспринимаем Сергея Кириенко как нашего соотечественника, как человека, которому не чужда Абхазия, который занимается не только политической работой с нашей страной, но еще и культурными, человеческими, гуманитарными связями, который исповедует принцип как можно больше дать Республике Абхазия в плане образования, профессиональных навыков, молодежного сотрудничества. Для чего? Для того, чтобы дальше наша молодежь была более конкурентоспособной, более компетентной, хорошо образованной. Это пригодится нам всем в ближайшем будущем. Разумеется, при таком активном взаимодействии, наверное, бывают какие-то шероховатости. На то и существует наш объективный взгляд. Мы должны быть компетентными, принципиальными, активно поддерживать уровень этого диалога, подсказывать, что для нас приемлемо, где нужно внести те или иные коррективы. Это улица с двусторонним движением, и здесь, так сказать, любая инициатива с абхазской стороны, я думаю, не останется неуслышанной. А как вы прокомментируете такие претензии относительно недостаточной деятельности Министерства иностранных дел Абхазии в контексте международного признания республики? Как ведется работа в этом направлении? И существуют ли какие-то на сегодняшний день возможности и продвижения данного вопроса? Ну, что могу сказать? Не соглашусь с таким утверждением. Мы в Министерстве иностранных дел, те, кто осуществляет деятельность по развитию контактов с зарубежными странами, со странами, которые еще не признали государственный суверенитет Республики Абхазия, точно не можем согласиться с подобными утверждениями. Но для этого надо знать нашу работу, надо интересоваться этой работой. Я уже говорил о взаимодействии с депутатами парламента. Мы открыты к этому взаимодействию. Еще раз хочу подчеркнуть, что наша работа не предполагает публичности. Мы знаем несколько случаев, когда преждевременное разглашение наших планов срывало соглашение о признании госсуверенитета с отдельными странами, в том числе Карибского региона. Эти примеры есть сегодня. Мы не действуем таким образом. Это не пиар. Это очень тяжелая, очень непростая, тонкая, иногда ювелирная работа. Сегодня нашу страну воспринимают однозначно, как союзника и партнера России. Против России ведется экзистенциальная война, не побоюсь этого слова. Сегодня коллективный Запад и те, кто поддерживают такие подходы, их деятельность нацелена на одно – нанести стратегическое поражение Российской Федерации. Наши возможности, возможности небольшой страны, в том числе и ее внешнеполитического ведомства, существенно ограничены. И в этих условиях, хотя мы ведем себя наступательно, в хорошем значении этого термина агрессивно, на внешнем контуре, мы ищем постоянно новые возможности для контактов и для расширения таких признаний. Наши возможности очень во многом зависят от содействия Российской Федерации. Я уже говорил о Сирийско-Арабской Республике. Мы физически не смогли бы попасть в период высокой военной активности в регионе и террористических угроз. Физически не смогли бы осуществить первый наш визит в Дамаск. Это произошло при техническом содействии российского загранучреждения посольства России в Ливане. Вот открываю некоторые нюансы. И в таком случае у нас бы уже не было бы там ни посольства, ни взаимодействия с новыми властями Сирийско-Арабской Республики. А затем все развернулось совершенно в другую сторону. Разумеется, это в том числе настойчивость, талант, компетентность сотрудников Министерства иностранных дел, нашего посольства в Сирийско-Арабской Республике, консультаций с нашим предыдущим послом Абхазии в Сирии, который давал нам очень ценную информацию. Весь вот этот массив наших действий и привел к приемлемому и достойному для нас результату.
Поэтому мы работаем сегодня, да, в содружестве при помощи наших российских партнеров, их загранучреждений. Постоянно получаем аналитическую, мы просим наших коллег предоставить нам аналитику по тем или иным странам того или иного региона. Сегодня мы работаем по 6 странам. Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке и Африканском континенте. Опять же говорю, не буду сознательно называть эти страны по понятным причинам, но такие контакты постоянно идут. Одной из иллюстраций могу сказать. На Абхазском международном экономическом форуме при содействии Министерства иностранных дел побывала делегация Министерства иностранных дел государства Сомали. Мы ведем диалог с этой африканской страной и еще с рядом африканских стран, где у нас позиции даже более предпочтительные. Последуем по пути продвижения таких вопросов мягкой силы. Будем организовывать контакты и выставки с представителями культурного сообщества этих стран. В ближайшее время одна из таких выставок пройдет в Абхазии, и тогда вы узнаете, о какой стране идет речь. Общаемся очень насыщенно с послами этих государств в Российской Федерации. Это все звенья одной большой тяжелой работы. Поэтому утверждать о том, что Абхазия не стремится к признаниям, это голословно. Абхазия работает на этом направлении. Президент, кстати, ставит конкретные задачи по расширению такого взаимодействия, такой работы. Мы постоянно получаем поддержку в реализации этих вопросов. Ну, я уже говорил о том, что будем общаться и со странами региона Ближнего Востока на ближайшем формате в Дамаске. Будем общаться со странами Латинской Америки, уже намечены определенные ходы по нашим контактам со странами Карибского региона и Латинской Америки. Хотя там очень непростая ситуация. Сегодня Америка пытается, Соединенные Штаты Америки, доминировать в этих регионах. Поэтому у нас задачи усложняются. Все те действия, тот массив усилий, который направляет коллективный Запад против России, это рикошетом отражается и на нас, как на ближайших союзниках и партнерах. Нам пытаются ставить палки в колеса, нам пытаются блокировать наши всевозможные контакты. Это работа, которая требует и настойчивости, и тишины, и знания предмета. Олег Мсасович, вот такой вопрос. В ходе той же пресс-конференции депутат Кварча заявил о необходимости открытия авиасообщения между Сухумом и Анкарой, Сухумом и Ереваном. Также была высказана мысль о необходимости перезагрузки взаимоотношений с Грузией, мотивируя это тем, что война давно закончилась. Как вы оцениваете эти суждения и какое вы видите дальнейшее развитие абхазо-грузинских отношений? Ну, я и эти предложения депутата парламента видел. Ну, я, честно говоря, даже сложно комментировать что-то о открытии авиасообщения с Турецкой республикой или с Республикой Армения. Тут дело в чем? Нужно понимать специфику этого взаимодействия. У нас идет активное взаимодействие с общественными организациями и даже с парламентом Турецкой Республики. Здесь активную работу проводит наш полномочный представитель МИДа Ибрагим Авицба, недавно избранный руководитель, президент Федерации абхазских дернеков, Абхазфеда Явуз Атрушба. Я уже дважды принимал делегацию наших соотечественников из Турции в МИДе, которые очень активно настроены на работу. Налажено хорошее взаимодействие с органами муниципальной власти Турецкой Республики. Отдельные мэры отдельных городов, отдельных образований Турции, они сигнализируют о том, что готовы работать по гуманитарным, культурным направлениям. Для нас это тоже важно, это связи с нашей диаспорой, это новые возможности позиционировать Абхазию как современную, активно развивающуюся страну, которая является важным игроком в регионе Восточного Причерноморья. Мы ориентируем нашу диаспору и получаем ответный импульс на то, что политика Абхазфеда, она обязана быть тождественной политике абхазского государства.
Сегодня мы информируем наших соотечественников о тех процессах, которые происходят в Абхазии, о том взаимодействии, которое есть с Российской Федерацией, о тех инфраструктурных масштабных проектах, которые реализуются, таких как наши транспортные возможности, аэропорт, железнодорожное сообщение, морское сообщение и так далее. Эти контакты происходят постоянно. Здесь активна и позиция МИДа, нашего полномочного представителя, нашего комитета по репатриации, и эта работа продолжается. В то же самое время позиция руководства Турции, она не претерпела изменений. Недавно, на днях буквально, состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Грузии, Турции и Азербайджана. По итогам этой встречи была выпущена совместная декларация. Она трактует ситуацию в нашем регионе однозначно. Приверженность соблюдению территориальной целостности Грузии, уважение к признанным границам и так далее. Мы реагировали на эту декларацию, высказали свое мнение, свою точку зрения о том, что надо прежде всего считаться с реалиями, которые сложились в регионе, и с волей народа, который проживает здесь, нашего народа. Также, разумеется, выражают свое мнение и представители нашей диаспоры. Поэтому это договоренности и решения совершенно иного порядка. Без признания государственного суверенитета Абхазии ни о каких полетах в Анкару речи просто идти не может. Это надо понимать, и я думаю, это понятно всем, даже школьникам. Что касается Республики Армения. Ситуация в плане авиасообщения абсолютно такая же. Сегодня процессы, которые происходят в политическом поле Республики Армения, они не дают нам поводов для оптимизма на этот счет. У нас нет межгосударственных, межмуниципальных контактов. Да, у нас есть обширная диаспора, проживающая в Абхазии, наши соотечественники армянской национальности. Их без малого 27%. Между прочим, да, это граждане Абхазии, которые не теряют связи с Республикой Армения, однако трансформировать в нечто более серьезное, в какие-то межгосударственные контакты, на данный момент это невозможно. Недавно в Армении прошли выборы, и снова победу одержал прозападный кандидат. И хотя и там не с очень большим отрывом, но тем не менее. Поэтому я с высокой степенью вероятности прогнозирую, что курс Армении не претерпит изменений. Говорить о каких-то авиасообщениях, авиаперелетах в Ереван абсолютно наивно в данных условиях. Мы, кстати, расширяем географию полетов с регионами и городами Российской Федерации. Конечно, были бы заинтересованы в том, чтобы международный аэропорт имени Владислава Григорьевича Ардземба в полной мере обрел этот статус и этот формат. Мы говорили об этом с нашими сирийскими коллегами. В условиях взаимного признания не удается пока наладить такое взаимодействие для того, чтобы, допустим, самолеты из Дамаска могли приземлиться в аэропорту города Сухума. А там есть и экономическая составляющая. Там 150-тысячная абхазо-адыгская диаспора, которая испытывает очень серьезный интерес к своей родине, к Абхазии. Для них это и символ, для них это и возможность увидеть земли своих предков и так далее, с туристическими целями, с образовательными целями. У нас в АГУ учатся студенты, молодые люди и девушки из Сирийской Арабской Республики. И иные страны Ближнего Востока с удовольствием подключились бы к такому взаимодействию. Но пока что этого не удается сделать. Это не говорит о том, что мы почиваем на лаврах и не занимаемся этими вопросами. Идет спокойная, скрупулезная, нешумная работа в этом направлении. Но результаты вот таковы, каковы они сегодня есть. Вообще очень много различных советов я слышу. Тут недавно прочитал в Фейсбуке о том, что значит, очередная претензия в адрес МИДа, почему МИД не работает над тем, чтобы предоставить трибуну ООН президенту Республики Абхазия. Мы каждый раз это ставим в повестке наших женевских дискуссий.
и президент, и министр иностранных дел, и иные руководители с удовольствием выступили на данных площадках. Однако это натыкается на коллективную позицию Запада, которая инспирирована Грузией. Не предоставление высоких трибун для того, чтобы абхазы не могли транслировать миру свои устремления, свою волю, свои аргументы, свою правду в конечном итоге. Чем больше мы будем ограничены, они считают так, тем меньше у них шансов проиграть. Историческая правда, правовые основания на нашей стороне. Условия озвучивания этих тезисов для нас пока что трудны. Мы это делаем настойчиво в Женеве. И будем продолжать использовать любые площадки, которые только можно задействовать. Мы активно ведем себя в той же Итальянской республике. Наш дипломат, представитель Абхазии, Вито Гритани, более чем активен. Он общается и с депутатами парламента Италии. Наши публикации и с мэрами городов. У нас готовится ряд, так скажем, интересных очень контактов и соглашений с нашими партнерами, в том числе и в Италии. Мы активны в этом направлении. Публикации, которые мы издаем на своих ресурсах МИДовских, они публикуются в итальянских газетах, в европейских газетах при помощи вот наших таких компетентных, неравнодушных соотечественников и наших коллег. Поэтому мы это взаимодействие осуществляем в полной мере. Ни для кого не секрет, что Абхазия находится в фокусе внимания всего мира, ведутся споры о будущем нашей страны. Вот хотелось бы поинтересоваться, какие вопросы задают вам за закрытыми дверями ваши коллеги, дипломаты, политики относительно нашей республики? И какой ответ, на ваш взгляд, может быть реальным? Да, действительно, вы правильно подметили, что есть еще и закрытая, кулуарная часть работы. И она, кстати, тоже довольно важна для того, чтобы продвигать свои интересы, достигать своих целей. Мягкая сила? Это в том числе и мягкая сила, это в том числе и личные контакты. Я хочу вам сказать, что риторика и даже терминология в таких кулуарных встречах, она существенно отличается от того, что вещают европейские чиновники из ОБСЕ, из Европейского Союза, руководители и чиновники из Организации Объединенных Наций, когда они находятся на официальной трибуне или за столом переговоров. Разумеется, вдумчивый, адекватный собеседник обязательно поймет, что историческая правда и юридические аргументы на стороне Республики Абхазия в нашем долгом противостоянии. Поэтому мы и считаем, что мяч находится на стороне Грузии. От них должны последовать те действия, которые бы показали их адекватность, их соответствие современным реалиям. Мы считаем, что время работает на нас. Мы приводим все новые аргументы. Вот в ближайшем раунде мы изложим еще ряд аргументов, о которых сознательно пока не буду говорить, но они обязательно будут отражены в документах Организации Объединенных Наций, в этих протоколах наших женевских дискуссий. И там у нас есть серьезные аргументы. Мы все больше и больше наращиваем наш аргументационный потенциал. Мы хотим, чтобы через эти организации и при помощи других каналов и возможностей мировая общественность узнавала о том, почему обоснованы наши претензии на независимость, на собственный путь развития, и никак иначе. Но, к сожалению, это очень длительный процесс, он затруднен. Я вот хочу сказать, вы задали вопрос о перезагрузке отношений с Грузией. Ну, нет никакой перезагрузки. К сожалению, ее не может быть в принципе в обозримой перспективе. Мне хотелось бы видеть другое, хотелось бы утверждать другое, но нет оснований. Сегодня Грузия последовательно, безапелляционно насаждает мысль о том, на всех уровнях и во всех форматах, о том, что Абхазия – это оккупированный регион. Даже вот в ходе недавней встречи мои коллеги, мой заместитель Одиссей Михайлович Бегвава принимал делегацию сопредседателей
и задавал вопрос: вы видели где-нибудь патрули? Вы видели комендантский час? Я задавал такой же вопрос в Женеве нашим коллегам. Нет. Но при этом все равно продолжает эксплуатироваться этот нарратив об оккупации, о разделительной линии, об отсутствии границы, о том, что абхазы преследуют грузин по национальному признаку. Сегодня делаются заявления и руководством Грузии, министром иностранных дел Грузии, другими руководителями высшего звена о том, что не существует никакой стороны на переговорах, кроме российской. Обвиняют Россию в аннексии, в оккупации и так далее. На что, естественно, следует реакция наша. Мы говорим, что мы в своей стране полностью контролируем ситуацию, контролируем свою территорию. И здесь, за столом переговоров, также присутствуем на равноправных условиях. Это длительный процесс, это серьезный процесс. Я вот слышал утверждение о том, что, значит, высшему руководству и чиновникам нужно отказаться от российских паспортов. Я здесь вижу очень серьезные противоречия. С одной стороны, мы должны нарастить активность, то есть устанавливать контакты, быть мобильными по всему миру, где только возможны наши признания, наши контакты. А с другой стороны, отказаться от единственной формы передвижения по миру, от российского паспорта, от российского загранпаспорта для президента, высших чиновников. А как мы попадем на эти международные площадки, вот спрашивается, да? Мы как Ломоносов за обозом должны прийти туда, без всяких документов. Ведь мы же ставим на каждой встрече с нашими западными коллегами и с делегацией Республики Грузия вопрос о документах жизненного цикла и внешней мобильности. О паспортах, которые позволяли бы гражданам Абхазии передвигаться по миру. У нас единственная форма для передвижения – это паспорт Российской Федерации. Постоянно, с упорством, достойным лучшего применения, следуют отказы. И эта логика действий, абсолютно неаргументированная, основанная просто вот априори на нежелании видеть реалии, на нежелании учитывать гуманитарные факторы, она присутствует во всем. И в том числе у западных партнеров Грузии. К сожалению, это так. И здесь не должно быть иллюзий о том, что каким-то образом изменится политика этого государства. Мы слышали миролюбивую риторику со стороны руководства Грузии о том, что покаются перед Южной Осетией, выстроят, значит, с нуля отношения с Республикой Абхазия. На деле этого ничего нет. Олег Мсасович, в ходе нашей с вами беседы мы затронули ключевые направления деятельности Министерства иностранных дел Республики Абхазия, где коснулись таких вопросов, как стратегическое партнерство с Российской Федерацией, расширение международных контактов, защита прав и интересов наших граждан за пределами нашей республики, вопросы безопасности. Скажите, пожалуйста, вот с учетом того, что все эти вопросы связаны так или иначе с будущим нашей республики, хотелось бы знать ваше мнение на сегодняшний день. Какова основная внешнеполитическая задача ведомства? Безусловно, для Министерства иностранных дел, внешнеполитического ведомства, небольшой страны, каковой является Абхазия, которая находится в непростых условиях. С одной стороны, это возрастающая турбулентность глобальных процессов, которые проистекают вообще в мире, слом прежней системы международных отношений, высокая степень вероятности военных и иных рисков. Это накладывает на министерство такой страны, как Абхазия, внешнеполитическое ведомство, конечно, дополнительные требования, дополнительные сложности создает, но даже в этих условиях коллектив Министерства иностранных дел строго придерживается главной цели и доктрине. Это сохранение существующих наших взаимоотношений со странами-партнерами и всевозможное постоянное усилие по расширению ареала таких стран, которые в перспективе признают госсуверенитет, будут иметь плодотворные партнерские отношения на экономическом, гуманитарном,
культурном треке взаимодействия с Республикой Абхазия. Вот это главные направления нашей деятельности. Одним из главных направлений нашей деятельности, нашего функционала является постоянное отслеживание и содействие в защите законных прав и интересов граждан Республики Абхазия за рубежом, за пределами нашей страны. Это тоже непростая работа. Она требует и внимательности, и деликатности зачастую, но и настойчивости. Я считаю, что мы в полной мере проводим те мероприятия, которые обязаны проводить по функционалу. И хочу сказать, что и за внешнеполитическое содержание нашей деятельности, и за другие направления нашей работы нам не стыдно. Мы в полной мере реализуем все необходимое взаимодействие, которое возможно на сегодняшний момент. Благодарю вас, Олег Мсасович, за беседу. Спасибо. Спасибо.